Здравствуйте, в эфире информационный выпуск, студия Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Родная земля приняла своих героев. Останки 66 мюридов шейха Илисхани, да будет возвышена его святость, найденные в заброшенном татарском хуторе Ростовской области, перезахоронили на кладбище Газавата в городе Шали. Анкабайцы. Социальная организация «Деймох» подготовила для особенных детей насыщенную развлекательную программу. Будущие специалисты. Я поняла, чего я хочу в будущем, кем хочу стать. На базе республиканского комплекса общего и дополнительного образования «Квант» завершилась профориентационная смена специалист-выпускнику 2.0. Ребята подготовили проекты по 5 направлениям. В доме руководителя субъекта прошли религиозные обряды, приуроченные к 72-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Духовная встреча собрала многочисленных мюридов шейха Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, известных богословов, старейшин и внуков Ахмата Хаджи. Они совершили вечернюю молитву, и зикр, поминая Всевышнего и восхваляя его любимца пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Собравшиеся отметили роль Ахмата Хаджи Кадырова в становлении мирной жизни в регионе. Останки 66 мюридов шейха Илисхана, да будет возвышена его святость, найдены в заброшенном татарском хуторе Ростовской области, вернули на родную землю. Их перезахоронили на кладбище в городе Шали. В погребальной церемонии принял участие муфтий региона Салах Аджамижиев. Подробнее в сюжете Адама Магомедова. Останки 66 мюридов шейха Илисхани, да будет возвышена его святость, среди которых был и четвертый предок Рамзана Кадырова, ушедший на добровольную ссылку вместе со своим устазом, оставив своих родных, найденные в заброшенном татарском хуторе Новочеркасской Ростовской области, наконец будут упокоены на родной земле по всем канонам ислама. Сотни людей, в числе которых и религиозные деятели, с самого утра читают зикры и проводят подготовительные работы на кладбище Газавата в Шалинском районе, на котором покоятся погибшие от рук царской армии последователи Кунта Хаджи Кишиева. Большая часть останков принадлежат мужчинам среднего возраста от 20 до 45 лет и выше, 7 принадлежит женщинам и 2 подросткам от 15 до 18 лет. Работа по поиску останков была начата 2 года назад по поручению главы региона, Министерством по национальной политике, внешним связям, печати информации субъекта и Государственной комиссией по исследованию и сохранению историко-культурного наследия народов республики совместно с Российской академией наук, а также сотрудниками ЧГТРК Грозный, которые цеплялись даже за самые малейшие детали в поисках места погребения. И вот долгий и кропотливый труд принес свои плоды. Были проведены внутригрупповой и межгрупповой анализы, экспертиза костных останков, созданы виртуальные трехмерные модели, сделаны ДНК-исследования, и не только. В результате с вероятностью в 95% удалось определить, что останки принадлежат узникам Новочеркасского острога. Taşı giktar yok metki oğtiga eknig. Eka üç todül delçi eler adakın ubkhtakari ta ubkhana tabahan dersa lilinek ubkhanşım da dater lehdi. Ek kortoş derser ibni radiyazin idabiyetser taru takhillatser mokshol takhillatser. Муфтий региона почтил память мюридов Кунта Хаджи и отметил важность возвращения их останков на родину. Duchnagan Josdian Bild Aberkenstein Ostaypana Degnish Haster Sana or Degnish Ausder Do Walk or Yosha Hatabi Zaylah should Abir
إذا بوخ دالا إيتم بيلقوا. Собравшиеся во главе с Салахом Хаджи Межиевым совершили коллективный дуа-намаз, а после перешли к основной части мероприятия. Захоронение происходит по всем канонам ислама. Останки 66 мюридов шейха Иласхани, да будет возвышена его святость, были заранее омыты и завернуты в саваны. Для них подготовили могилы глубиной в 1,5 метра, захоронят их лицом к кибле. Ильяс Биновский был самым верным и преданным другом шейха Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, который разделил с ним все тяготы ссылки. Его поступок останется в истории народа навеки, а захоронят его в родовом селении Ахматюр. Адам Магомедов, Ислам Ибрагимов, Харан Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. В Гудермесе открыли парк имени Ахмата Хаджи Кадырова, благоустроенный по нацпроекту «Жилье и городская среда». Мероприятие приурочили к 72-й годовщине национального героя. Площадь объекта более 5 гектаров. О особенностях нового места для отдыха жителей в материале Мадины Нуцалчиевой. Проект данного парка стал победителем 6-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Исторические поселения и малые города». Строительство объекта было начато в апреле этого года. После торжественной части собравшиеся осмотрели новый объект. На территории парка есть молельная комната, футбольная и волейбольная площадки, зоны с качелями, беседки, а также здания под кафе и ресторан. Приурочено данное событие к 72-й годовщине со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. بخطان جدينا هل تيكونش ده هل تيكونش تعليل و نيت كوتشر باسر بقدر تيجتغل جدينا ح وي مخلا شنو نيماني شنو ليرم شنو ستاتوس يا ساري هل تيكونش Также в городе открыт дом на 34 квартиры. Их владельцами стали семьи, чьи дома попали под программу переселения из ветхого и аварийного жилья. В новых квартирах созданы все необходимые условия для комфортного проживания, подведены газ, вода и остальные коммуникации. В данном квартирном доме имеется у нас 34 квартиры. В рамках переселения приобретено 29 квартир. Будет переселено 118 жителей из аварийного фонда. Также в дальнейшем у нас намечается работа до конца этого года расселить по Гудермесскому району более 7 тысяч квадратных метров жилья. Не обошлось и без религиозных обрядов. В Гудермесской центральной мечети прошел мавлид в честь дня рождения национального лидера. Помимо этого, малоимущим семьям было роздано мясо жертвенного животного. Мадина Нуцалчиева, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Религиозные обряды, приуроченные к 72-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, провели сотрудники Министерства сельского хозяйства субъекта. Мясо жертвенных животных и продуктовые наборы были розданы малоимущим, сиротам, нуждающимся, а также семьям участников специальной военной операции. Благотворительная акция проводилась при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. تغنا نوختي ريسبوبليكان حلقش بريزيدنتن رسي توربال غوجون أحمد عجين إيروي مخكع دوغش ساغنش توقوجت أي شيء تشخوش إشتا Министерство сельского хозяйства غوشقيت وي فوند كيوغل غوجو أي ما نسينسا حدا أيتن ساعدو إدعادو شتغنا غوشقيت وي الحجي دول دا ساغ أي ماني نسيني دول. В республике начали производить автогидроподъемники. Презентация первых агрегатов состоялась в Аргуне. Торжественное мероприятие приурочили 72-й годовщине со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. На событии присутствовали официальные лица региона. Нужно отметить, вся новая техника отечественного производства. Продукция будет выпускаться компанией «Аргун Спецмаш» на базе завода «Чечен-Авто». Проект реализуется при содействии Министерства промышленности и энергетики региона. Потребность в этой технике есть, потребность в надстройках есть, потребность очень огромная. Эта потребность растет с учетом санкционного давления, сужаются внешние поставки. Это есть время новых возможностей, которые нам с вами предоставляются, которые грех не воспользоваться. Нет сомнений, что и благодаря поддержке федерального центра мы воспользуемся этим случаем и придадим дополнительный импульс развитию промышленности Чеченской Республики, в том числе машиностроения. Также в ближайшем будущем предприятие планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции.
следующим пунктом нашего развития это будет выпуск скорой помощи для нужд здравоохранения, а также школьных автобусов для нужд Министерства образования. До Нового года мы предприятие Чечен-Авто придадим статус автомобильного кластера, первого кластера на юге России. И на сегодняшний день уже продукция, мы планируем год уже до 20 тысяч машин в год. Для сравнения, сегодня группа ГАЗ, крупный автомобильный холдинг России, который входит в 20-ку крупнейших компаний России, в год они выпускают 45 тысяч машин. Для Чеченской Республики это очень хорошие результаты. И сегодня продукция Чечен-Авто не только на юге России, уже идет по всей России. В Шилковском центре социальной реабилитации и оздоровления несовершеннолетних стартовала летняя профильная смена первых. В течение недели ребята ожидает насыщенная программа. Организатором является движение первых. Слово Рамзану Абуеву. Первый заместитель администрации Шилковского муниципалитета Шамхан Арсанукаев от имени главы администрации поприветствовал всех участников профильной летней смены «Время первых» и отметил, что движение стремительно набирает обороты. Наши дети в этой организации эта организация поможет воспитать истинных патриотов нашей страны. Наши дети в этой организации могут себя реализовать, достичь поставленных целей. Я выражаю всем организаторам огромную благодарность и желаю всем отличных успехов. Профильная смена пройдет в Шилковском центре социальной реабилитации и оздоровления несовершеннолетних с 24 по 31 августа и объединит 300 детей. Заместитель руководителя движения Руслан Салтаев зачитал приветственный адрес от председателя Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Ахмата Кадырова. Я очень рад, что данная смена проходит на площадке этого центра. Здесь пройдет много увлекательных и активных мероприятий. Хочу отметить, что главная цель профильной смены – знакомство движения первых, ее миссии, направлений и проектов, а также вовлечение подростков в активную деятельность организации. Желаю вам всех успехов и всего самого наилучшего. Председатель Совета регионального отделения движения первых Чеченской Республики Ахмат Рамзанович Кадыров. Перед гостями и участниками смены выступили творческие коллективы с песнями и танцами. Профильная смена «Время первых» для большинства ее участников станет первым опытом знакомства с движением. Я ожидаю от программы «Времени первых» развлекательные конкурсы, программы, квесты. Очень надеюсь найти в этом лагере новых друзей. Я собираюсь активно участвовать практически во всех конкурсах «Время первых». Я думаю, что будут веселые игры, интересные соревнования и развлекательные концерты. Я рада участвовать в этой смене первых. Движение предполагает интенсивное погружение ребят в содержание его деятельности. В программе профильной смены предусмотрены тренинги на развитие лидерских качеств. Также ребятам предложат поработать в команде и создать проект, который можно будет реализовать в первичных, местных и региональных отделениях. Задача – дать подросткам представление о жизни движения, познакомить их с миссией, ценностями, направлениями деятельности. Рамзан Абуев, Магомед Басаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Проект «Маленький онкобоец» продолжает радовать детей, пораженных заболеванием. Ребятам организовали большой банкет, также для юного зрителя подготовили насыщенную развлекательную программу. Далее в нашем сюжете. На завершающем праздничном мероприятии проекта «Маленький онкобоец» среди череды разных добрых дел для малышей с онкологическими заболеваниями организовали большой банкет. Акцию провел благотворительный фонд «Даймох» при поддержке Фонда президентских инициатив и посвятили ее 72-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ахтан цундера эстен ходина яли иртвона война ал штекоду ход яда лоч мелоч дал декан сбехан войл дел реза халила сер эсбери наношна дейшна дал собулойл. Всего 300 детей с самыми разными диагнозами. Для каждого из них это настоящий восторг послушать композиции в исполнении любимых певцов и к тому же самим принять участие в веселье на сцене. Под зажигательную музыку ребята с удовольствием пускались в пляс, несмотря на то, что для многих из них сделать это было физически тяжело.
Хадиже Мурадовой всего 5 лет. 3 года назад девочке диагностировали лейкоз. Месяцы химиотерапии в клинике, и вот сейчас период ремиссии. По словам бабушки, которая везде с внучкой, у врачей есть надежда, что болезнь побеждена полностью. Конечно же, необходимо постоянное наблюдение, но уже сейчас девочка выглядит вполне здоровой и жизнерадостной. مص ربوجي بوخ نتش يعني تقلعت ليلش وشوف مص بلخ وشنا مص أنا دير ريزة خيل بيرش مص أنا دال маршал бой лезли. Праздник получился очень веселый и добрый. Артисты чеченской эстрады спели знаменитые песни. Все они не впервые принимают участие в подобных благотворительных акциях. По их словам, всегда очень тяжело видеть больных людей, особенно если это совсем маленькие дети. Иш пропуститься я да лацагерцу сойлармы таңлерштена благотворительный фонд даймок вайпачхо чога да лочшолу тергоишолу хазнерсен бок докко дунахан бок юрган боваймака иш тарсан тергоиш бери гаддайчни эртубачни هر سن قدا مصو أغورة ويمخ كهويش ميلو دولشومن ناوستل دعوتين وقوي بتشا ديل رزقل الله در مسرنا كلنج الله در شش ميل ليلوشتيج ناهن غنا وتبيريق إن شش ميل ليلوشتيج دال يولي دليل. Конечно, при таких болезнях медикаментозное лечение необходимо, и в этом благотворительный фонд «Даймох» также помогает маленьким пациентам и их родителям. Но и подобные мини-праздники с красивыми столами, вкусной едой и интересными развлечениями, конечно же, очень стимулируют, поднимают настроение. Спасибо благотворительному фонду «Даймох». Очень красиво, было вкусно, здание тоже красиво. Все эти ребята борются с тяжелыми, редкими заболеваниями. И, конечно, поддержка и помощь всегда важна в таких случаях, как самим маленьким онкобойцам, так и их близким, тем, кто всегда находится рядом и поддерживает. В рамках реализации этого проекта организаторы провели колоссальную работу. Сотрудники и команда волонтеров выезжали в больницы. Для ребят устраивали развлекательную программу с участием аниматоров. Детям дарили игрушки и сладости. И это далеко не единственная акция от благотворительного фонда «Даймох». Наталья Депутатова, Саид Алиампукаев, Вести, Чеченская Республика. В Чеченском государственном университете состоялась научно-практическая конференция «Актуальные проблемы историко-филологических и социально-политических наук», посвященная дню рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На встрече присутствовали официальные лица республики, представители научной интеллигенции и студенты. Собравшиеся обсудили широкий спектр актуальных вопросов, связанных с политикой, историей чеченского языкознания и литературы, духовно-нравственного воспитания. Спикеры выступили с докладами, посвященными деятельности Ахмата Хаджи Кадырова. Мы под этим названием конференции консолидируем все научные, творческие силы республики. И вот в этом плане, как говорят чеченцы, деятельность Ахмата Хаджи Кадырова, она нам этому способствует, содействует. Поэтому мы в дальнейшем договорились активно вовлекать в нашу общую работу и Исламский Российский университет во главе с ректором. Смена специалист выпускнику 2.0 завершилась. Напомню, ребята на базе Республиканского комплекса общего и дополнительного образования «Квант» разрабатывали проекты по 5 направлениям, которые помогут им определить свою будущую профессию. О выборе выпускников Медина Мударова. Профориентационная смена специалист-выпускнику 2.0 за это лето стартует уже во второй раз. Она направлена на помощь старшеклассникам в выборе будущей профессии. В завершении ребята представляют 5 проектов по 5 направлениям. Образование, юриспруденция, медицина, IT, дизайн – основные приоритетные направления нашего времени. На презентацию проектов прибыл заместитель министра образования и науки Чеченской Республики Ахмед Усманов, а также воспитанники и преподаватели Республиканского комплекса общего и дополнительного образования «Квант». Видно, что ребята достаточно подробно разбирали то направление, над которым они работали. И хочу им пожелать дальнейших успехов. Так
такая молодежь всегда будет востребована в Чеченской Республике, и мы надеемся, что вы станете нашими перспективными сотрудниками различных органов, учреждений, республики, муниципалитетов и станете активной частью нашего общества. Ребят с 9 по 11 класс общеобразовательных учреждений региона в течение 2 недель помимо учебной программы ожидала и разнообразная внеурочная деятельность. Проводились всевозможные мастер-классы, тренинги и интеллектуальные игры. Каждый из участников проживал на базе «Кванта». Для этого были созданы необходимые комфортные условия, включая 5-разовое питание. К слову, все это совершенно бесплатно. Между тем, команды готовили проекты к презентации. Цель нашего проекта состоит в том, чтобы создать идеальную школу будущего, в которой будет эффективное обучение для всестороннего развития учащихся. Джейна Сулейманова, будущий педиатр, на профориентационной смене поняла, чему посвятить свою жизнь. А благодаря проекту, который представила ее команда, девушка убедилась в этом еще сильнее. Проект это был Центр инновационного протезирования. Мы выбрали именно этот проект для того, чтобы людям было удобно. То есть в СКФУ вообще нету такого центра, и мы решили создать этот центр для удобства всего населения. Очень понравилось на этой смене. Я поняла, чего я хочу в будущем, кем хочу стать, каким образом я этим добьюсь. Прежде чем выбрать направление своей деятельности, нужно хорошенько подумать и взвесить все «за» и «против». В процессе обучения ребята поняли всю важность правильного выбора будущей профессии. Около 70% выпускников ежегодно не знают, какой профессией они хотят заниматься, чему они хотят посвятить свою жизнь. А выпускников у нас около 1 миллиона ежегодно. И, естественно, если ребенок идет по профессии, которую он не хочет посвятить свою жизнь, да, то он, возможно, занимает чье-то чужое бюджетное место. Соответственно, на работе, когда он трудоустроится по специальности, он будет не мотивирован. Это соответствующие будет убытки, да, для организации, где он работает, ну и для самого работника. Если ты не любишь то, чем ты занимаешься, соответственно, ты неэффективен тоже. Напомним, Центр выявления и поддержки одаренных детей «Ахмат» был открыт в 2020 году в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Структура осуществляет свою деятельность по модели образовательного центра «Сириус» и предоставляет талантливым детям возможность добиться максимальных успехов в науке и творчестве. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Ислам Ибрагимов, Ахмед Хасуев. Вести, Чеченская Республика. В администрации Шалинского муниципального района состоялось подведение итогов конкурса рисунков, посвященной 72-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Участники должны были изобразить центральную шалинскую мечеть имени пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Конкурс проводился среди начинающихся и уже практикующих художников со всей республики. Было представлено 12 работ. Призеры и победители получили ценные призы, а лучшие рисунки будут выставлены на продажу. «Вне зоны» – это многосерийный телевизионный проект об экстремальных путешествиях, в рамках которого любители экстремального отдыха посещают труднодоступные места нашего мира. Сейчас туристы готовят фильм о нашем субъекте. Что запомнилось искателям приключений в горном крае, расскажет Медина Мударова. Экстремальная езда и завораживающие виды. Вне зоны – многосерийный телевизионный проект об экстремальных путешествиях по труднодоступным местам нашей планеты. Туда лучше добираться на мотовездеходах. Захватывающие маршруты, интересные точки, способы решения технических проблем в полевых условиях и многое другое. Одним словом, приключения, которых команда всегда жаждет. Август они провели в Чеченской Республике. Чеченскую Республику группа объездила на вот таких вот баги. Они предназначены специально для суровых условий бездорожья. Так они проехали уже более 1000 километров в регионе. В Грозный мы уже приезжаем не первый, не второй и даже не третий раз. Нам очень нравится посещать республику. Первый раз мы приехали где-то 6 лет назад, снимали также телевизионный журнал, снимали вот наши вне-зоны. Но в этот заезд мы очень плодотворно поработали, нам очень сильно поддержало Министерство по туризму, рассказали про уникальные точки, которые бы
мы могли осветить в своей телевизионной программе. И мы так сделали практически месяц без выходных. Мы работали на территории республики, и у нас огромное количество флешек с материалом. Проект состоялся весной 2014 года. За это время ребята успели побывать в самых необычных местах. Среди участников Оксана Колос в команде на протяжении 5 лет. А все началось с ничего не предвещающей поездки в Казахстан в качестве туриста. Родилась в семье военного, мы в детстве много переезжали. И здесь тоже не сидим на месте. Каждый день новая локация. Это образ жизни. Хочется с каждым разом увидеть все больше интересного. Когда дома мы находимся на протяжении, допустим, 2 недель, ты уже понимаешь, что там дома засиделись, нужно ехать дальше. А дальше Шалинский район. Уже побывав в высокогорье республики, группа решила проехаться и по равнинам. 6 человек, 3 багги. Рассекая воздух, мчатся навстречу приключениям. Проездом путешественники посещают интересные места по дороге. Одно из них – музей под открытым небом. Этнографическая деревня в селе Негременчук. Здесь гости узнали много интересного о чеченском быте, традициях и обычаях. Пребывание команды в Чеченской Республике еще надолго останется в памяти и сердцах. Больше всего запомнился именно город Никорой, как, наверное, наиболее сохранившийся именно в том виде, в котором он был построен. То есть это не восстановленный город, который уже строили с применением современных технологий, а вот именно так, как строили в древности, сложенные из камней, без какого-либо связующего раствора, без цемента и глины. И просто удивительно, что эти камни стоят тысячелетиями, до сих пор не разрушились. Поездка в регион уже близится к завершению, но это еще не конец. В скором времени они вернутся, чтобы покорить новые неизведанные места Чеченской Республики. Медина Мутарова, Магомед Ахматов, Мовсар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.